На носу уже июль, а водичка упала только чуть-чуть. Если честно, вода упала самую малость. Так что деревянная лодка еще полежит, посохнет. Вечерняя заря перетекает в утреннюю зарю. У нас белые ночи. Очень даже белые. Так, ну что, продолжим развлекаться с карасями. Перед зимой купил приманки для карасей. В ноябре сильно не удалось. Пришлось уехать. И не пришлось сильно попробовать их. Пробуем летом. Так, будем ориентироваться на эту штуку. Ну, биметаллическая проволока у меня закончилась, поэтому подвернулась железная, стальная. Поэтому из нее и делать будем. Она, правда, рано или поздно заржавеет. А потом и сгниет. Ну да ладно, сколько-то поработает. Дождик. Вот, блин. Ладно, не растаю. Наверное. Не, в дождик вредно для здоровья. Пока спрячемся. По нашим меркам, в принципе, должны начаться время карасей. Блин, правда, с утра плюс 9, да еще холодный пронизывающий ветер. Плюс вода упала. Офигеть. Метр, наверное, упала. Офигенно. Может, даже и больше. Что мы будем откладывать? Развлекаемся. Смотрим карасей. Я 2 вида этих приманок взял. Посмотрим, которая лучше. Буду использовать 2 приманки. Пластилин клубника супер клевом. И карась G7. Осталось проверить. Ну, дожди были. Налило немножко водички в лодку. Холодный ветер-то не слабый. Недаром ни одной собаки тут нету. Никто не гавкает. Так, лучше с разворота. Вот недавно упала берег Жижа. Да, слякоть натуральная. Так, затем руками, когда можно использовать рычаги. О, красота. Давай, разворачивайся. Вот це так. Ну, слякоть задержу. Так, ну что, ребята, давай до лодки. А без них не оставим. Обязательно. Давай, главное. Ну что, поехали. Ну, куда ты на кусты занесла? Ух ты, а глубина есть. Поехали.
Ну, круто, конечно. Так, ну чё, сейчас вон туда. Так, проверим здесь. Осталось залезть. Вот и верь прогнозам. Сегодня дождя не должно было быть. Время от времени капает. А вчера должен был дождь, а вчера не капало вообще. Даже солнце выглядывало. Ну, лодка покида. Чуть не сказал, жди вечером. Но сейчас дни пока длинные. Валерий Батькович куда-то быстро скрылся с горизонта. Ты даже комариниться не стал. Так, ну что, ищем дорогу. Так, ну что, вроде куда-то выходим. Это не старая шиноводная дорога. Нет. Нет? Чинов не знаю, но спешину знаю. Да-да-да. Ну иди прямо. А, здесь. Так что, комарин сэкономим? Что-то комаров, по-моему, тут не слабо налетели. Но, сэкономим. Я понял. Не знаю. Мне мешок снимать за это. А, лень. А хотя что снимать, ты мне вытащишь, можно и попользоваться. Так, ну что, где там комарин-то? Антикомарин. Так, сейчас закрою. Так, ну что, на, помажься, потом я. Что там кормить редисок? Нифига себе! Это на реке, где ветер. Вроде комаров нету. Тут офигенно. Чё, думаете, мы вас кормить будем, что ли? 30 минут ехать и на разгрузку. Ага. Ну, доехать, быстро доехали. Да. Вода большая, еще ездить можно на Казанке. Вот с дождем, конечно, я лопухнулся. Я думаю, завтра, послезавтра еще больше будет. А, ты быстро комаринился. А, Быстрый товарищ, блин. Как классно угадывать развитие событий. Вчера не было дождя, сегодня по прогнозу не должно было быть. Думаю, да, и в коротких сапогах пойду. В последний момент думаю, да нафиг там лодкой возиться. Стаскивать, затаскивать, мотор ставить. Ой, то есть воду захватить надо. Думаю, в рот не одену. Угадал. Трава от дождя сырая. А, все. Это наша старая сеноводная дорога. Не наша, но народная. Вышли куда надо. Сейчас бы все штаны были сырые. А так мочит потихоньку дождик. Но ноги сухие. Пока. И дождить-то не слабо, блин. Так что с броднями я точно угадал. Очень даже сильно угадал. Иду, думаю, нифига себе, дядя Валера утоптал. А по дороге лежак какой-то. Для дяди Валеры крупноват лежак. Так. Мишка тут обычно дальше там обитает. Там кормовая база богаче. Травяная кормовая база. Ну, лютики растут, конечно. Цветут. Дождик-то приличный, блин. воды порядок на озере. А, уже до первого озера зашел. Быстрый. Да ты за тобой не угонишься. Ну, там как будто типа лежака было. Это Да. Я кто-то зверь лежал. зверь. Один и чуть в стороне вроде был. А, ну, гуляем, кто ж? Ладно, и мы погуляем. Так, до первого озера дошли. Мы сегодня идем к самому дальнему озеру.
прошлом году не удалось половить карася на данном ГЭПе. Наступили осенние холода, да и специальных приманок еще не было. Поэтому эту достаточно дальнюю дорогу осваиваем в этом году. Таких ГЭПов, где кроме карасей никто не живет, затерянных на лугах, у нас достаточно много. И все это скрывается в безбрежном море тайги, где в легкую можно и потеряться среди медведей. Поэтому продуктов взяли на целый день ходьбы. Ну что, морда котиска перезимовала? Перезимовала. Ну, пойдем выходить. По горлу сухая ветка. Так, хорошо хоть наша морда котиска легенькая. А то нам еще до последней лужи, ну, у нас ГЭП. То ли лужа, то ли озеро с карасями. Достаточно далеко еще идти. Да ничего. Все сырое, вот мама мия. От дождя и иголки, и трава, и все в воде. Хорошо, что брод не взял. Так, сейчас мы догоним Валерия Батьковича. Ура, дошли, куда хотели. Ну, карасики, готовьтесь проходить испытания. Проверять, какая приманка лучше. Нормально дождит, потихоньку промокать начал. Слушай, ты хотел сегодня тапочки одеть, а я короткие сапоги. Я короткие сапоги 100% хотел надеть. Ну да, я в последний момент что-то бродни одел. Я бродни, знаешь, за что надел? Они тебе надо натягивать силком мелкий-то. А, А этот ногу сунул, размер большой у сапогов. ну да, Вот я и эти сапоги легче. да. Вот эти. Так что мы угадали, бродни одели. По крайней мере, ноги сухие будут. В ближайшее время, по крайней мере.